Всем большой привет! 13 января. И посмотрите, какая красота. Ай да красота. Река Печора наконец-то беленькая, чистенькая, без промоин. Все-таки морозы и метель сделали свое дело. И по крайней мере вот здесь все белым-бело. Да, я понимаю, там, где была полыня, лед сейчас очень и очень опасный. Туда мы лезть пока не будем, но само то, что все белым-бело и нет открытой воды, это уже очень и очень хорошо. Зима все-таки наступила. Календарная у нас уже практически середина зимы. Кстати, с Новым годом еще один раз. С еще одним Новым годом, пусть даже со старым Новым годом. Сегодня с наступающим. Сегодня на завтра Старый Новый год. Вот, и мы приехали на нашем ураганчике проверить наши палочки. 2 дня были дома. Больше перерывы, подольше перерывы делать нежелательно. Вы сами видели прошлую проверку, у нас трофейный налим попал на 5 килограмм, 55 грамм, и уснул. Порубили собаки, и Туман сказал большое спасибо, очень вкусно. Так что все, что мы ловим, ничего не выкидываем, все идет в дело. Что-то употребляем сами, что-то братья наши меньшие. Все нормально. Так, ну что, погода сегодня вообще классная. Температура минус 8 градусов пока. Ну, к вечеру будет холодать. Обещают до 20 градусов мороза. Ну, ничего страшного. Главное, чтобы не было большого ветра. Так, ну что, приступаем. Посмотрим, что сегодня нам даст река Печора. Большие надежды не возлагаю, но что-нибудь, думаю, поймаем. Поехали, посмотрим. Так, поехали мы сразу на дальний участок. Прошлую проверку на этой палке мы закончили проверять. Сегодня мы с этой палки начинаем. Во-первых, потому что здесь живцы. Мальки вот бутылочки. Во-вторых, пока ничего здесь нету, походу. Пусто. И мальки живые. Это значит, второй живой. И третий, наверное, тоже живой. Да, все 3 малька живые. Это говорит о чем? О том, что рыба кушать не хочет. Или ее здесь нет. Одно из двух. Третьего не дано. Очень резкие перепады температуры. От минус 30 до минус 3. Потом опять минус 20. Сегодня минус 10. Туда-сюда гуляют эти качели. Может быть, что-то по этой причине. Я не знаю. Но то, что много сегодня не поймаем, это, наверное, так и будет. Все, эту бутылку выливаем полностью. А нет, тут много мальков. Он частично уже немножко оставим для телевизора. Ну вот, первая палка пустая. Ну, ничего страшного. Может быть, дальше будет все интересней. Посмотрим. Так, поехали дальше. Сегодня интересно, попадет нам трофейный, не попадет. Было бы неплохо. Так, что-то натяжка вроде бы как есть. Что-то дергает. Ну, на последнем крючке живец. Погодка-то разгулялась. Даже солнышко вышло. Опа-на. Опа. Это что у нас? Зацеп. Пусто. Пусто-то пусто, но он один крючок пустой. Второй малек живой.
и третий живой. Что-то мне подсказывает, что все-таки пришло время глухозимия. В общем, сегодня проверяем. Завтра нет. Послезавтра проверяем. И если результата не будет, то дня через 2 приедем, наверное, снимать наши палки, убирать до весны. Смысла, значит, нет. Значит, все, началось глухозимие, и где-то месяц-полтора точно поклевок не будет. Да, мне кажется, вообще налима мы больше не увидим. Будет язь. Потом, если поставить продольники с мелкими крючками, будет хариус сиг. Ну а налим, ну такие вот шнурки мелкие будут попадаться. Крупного налима до сезона открытой воды, наверное, больше мы не увидим. Вот как только вода откроется, будет половодье. Поставим продольники возле нашего села. И, я так думаю, налима мы увидим. Как будет, покажет время. Зацеп, что ли? Или что это такое? Что-то было непонятное. Что-то непонятное. Обрыв лески. Леска осталась, значит, был зацеп. Так, с каждой палкой надежды все меньше и меньше, потому что, ну, пустые. Мало того, что нет налима, нет язя, но здесь был. Здесь язек был, вот видишь, запутал. 1, 2, 3, 4 оборота вокруг палки сделал и ушел. Ну, хоть какая-то надежда. Вон. И 2 крючка пустых, 1 малек дохлый. А так проверяешь. Живцы целые, настроения нет. И здесь пусто, и мальки живые. Походу, мои прогнозы сбываются. Ну, ёшкин кот еще и зацепляется куда-то. 1 живой, 2 живой, 3 откушен. Сейчас привяжем. А нет, не откушен. Кто-то 3 украл. Ну, это уже хорошо. Взял с собой крючки, потому что уже, ну, крючков 7-8, наверное, то откушено, то оторвано. Будем привязывать. Большого улова сегодня ожидать точно не стоит. Дай бог от нуля уйти, что-нибудь хоть чтоб попало. И это пустая. И живцы живые. Все. Глухозимие началось. От него никуда не деться. И здесь, наверное, никого нет. А нет, что-то есть. Язёк. И налимчик. Только-только уже поставил проигрышный прогноз.
Вернее, неутешительный прогноз. И вот, пожалуйста, язёк и налимчик. Так, тебя куда? А тебя никуда. Для живца-то крупный. Или пойдешь? Ладно, пойдешь, наверное, поплавай, потому что, может, хоть привлечешь внимание крупного налима. Может, подойдет хоть. Ну вот, первый язь на сегодня. Так, ну что, язёк немножко хоть настроение поднял. Не зря говорят, никогда не надо терять надежды. А то несколько пустых палок подряд. Кстати, вот опять пустая палка. Может, этот язёк был исключением из правил? Но нет. Давайте будем все-таки надеяться на лучшее. Что если здесь нету, то, возможно, возле берега на первом участке что-то да будет. А здесь на глубине толком всю зиму и не ловилось. Так изредка. То один, то второй. А так с местом не угадал я здесь. Так, в общем, у нас картина совсем не утешительная. Рыбы нет. Один язь и все. Зато вон здесь какая красивая картина. Появился туман резко, просто в течение 2 минут, наверное. Откуда ни возьмись. Но холодает, холодает. Прям чувствую, как с каждой минутой холоднее и холоднее становится. Ну, хорошо, хоть еще пока ветра нет. И вот такая вот луна, вот видно, да? Полнолуние. Солнце только-только спряталось, и луна сразу же тут же выскочила. Полнолуние, туман, полный штиль и крепчает мороз. Не знаю, что поменяет это на состоянии нашей рыбы. Завтра по-любому проверять не будем. Ну а послезавтра глянем. Если и послезавтра не будет улова, то будем поднимать наши палки. Хватит. Не вижу смысла просто так вот ходить сюда, ездить так далеко. Ладно, у нас еще есть несколько палок, посмотрим. И здесь никого. И живцы живые. Все 3 живца живые. Но если за 3 дня никого здесь не было, то не знаю уж. То я уже не знаю. А что не знаю? Все. Пора сворачивать палки. Сматывать удочки, как говорится. Видите, что творится, а? Как молоко разлили. Такое ощущение, что я в толще воды нахожусь. Видимости вообще мало. Вон, только луну вижу сверху и все. И очень, ну, как бы резко стало сыро и холодно. Так, ну у нас что? А у нас ничего не меняется. Палка за палкой. Проверяем вот такие вот живцы. В основном все живые. Тут одного крючка нету. Видать, перекусила щука еще раньше. На сегодня крючки взял и добавим сюда вот. Крючков 5 уже добавил, наверное. Пока без изменений, улов не растет. И навряд ли сегодня он вырастет. Блин, так. Ну, я так думаю, снимать дальше смысла нет. На всякий случай пока подключаю камеру, пока не замерзнет. А так, скорее всего, ничего уже не поменяется. Если вы видите эти кадры, значит, что-то поменялось и что-то мы поймали. Но, скорее всего,
вы эти кадры не увидите, потому что пустую проверку смысла нет показывать. Даже при всем моем оптимизме, даже при единственном язе, что клюнул у нас на этом втором участке, большого улова сегодня точно ожидать не стоит. Это уже 100%. А здесь мы поймаем бутылку с мальками. Опа, точно. И больше, наверное, ничего. Да ладно. Шпингалет. Так. Кто-то из подписчиков сказал, что налима усыпляет вот так вот. Раз, до хруста. И все. И не надо, говорит, бить по голове. В принципе, да, работает. Щуку голову надо наклонять вниз. У налима надо голову наклонять вверх. Вот такой вот шпингалетик. Клюнул все-таки у нас под занавес первого участка, вернее второго. Да, не густо, не густо. Ну, может быть, на первом, на мелкоте что-то будет. Посмотрим. Рано еще подводить итоги. Так, ну вот и крайняя палка второго участка глубокого. И результат улова, я так думаю, навряд ли уже изменится. Один язь, один налим. Чик. Налим, чик. Ну да, пусто. Пусто, 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 пусто. Все живцы живые. Так что 100% можно сказать, что глухозимье началось. Впереди у нас еще один участок, но чтобы на участке было только две рыбки, один налим и один язь, такого улова точно еще у нас не было. Да. Ладно. Посмотрим, что нам даст первый участок. Так, ну вот мы доехали, дотопали до первого участка. Как мы видим, лунка все у нас шире и шире, размывает ее. Возле берега тут перекат. Ну, посмотрим, что здесь с рыбой. Что-то есть, кстати. Что-то, кстати, есть. Пока есть. Зацепилось об лед. Блин, страшно сейчас к лунке-то подходить. Что-то шло, то ли ясь, то ли налимчик. Куда-то цепляется об лед. Так, проскочили. Блин, второй крючок зацепился с рыбой, который язь. Язёк. Ну, енцикадан. Так. Вторая палка. Здесь, наверное, пусто. Или нет? Нет, что-то есть. Что-то есть. Еще один язёк. Ну, это как бальзам на душу уже. Ну, это уже не язь, а подъязок, во-первых. Во-вторых, как бы рано радоваться. Две палки — это еще ни о чем. Хотя
Я так думаю, возле берега может быть рыба и есть. Все-таки у меня пессимистичный прогноз на сегодняшнюю проверку. Хотя 3 азя и налим уже есть. Смотрите, какая здоровая лунка уже стала. Третья палка тут вообще. Он и промывает все дальше и дальше. Она уже у меня продолговатая. В ту сторону промывает вон. Была здесь, вон уже сколько промыло ее. Почти на метр. И там льда нету. Здесь только просто корочка. Я вижу дно где-то метр с чем-то. Нахрен надо поднимать отсюда. Опасное место. И пусто еще здесь. Ну что-то было, потому что два крючка пустых. Мальков скоммуниздили. Вон вижу камни. Дно хорошее, но здесь типа переката что-то. И или где-то бьют ключи. И возле берега промывает. Вот я сейчас проезжаю, и там видно уже, где лед, снег, такие впадины. Это где-то уже скоро с первым потеплением будут новые полыни появляться. Надо валить с этого места, пока не началось. Два язя, которые так обнадежили в начале, походу на этом все закончилось. Все. Третья палка уже подряд пустая. И здесь наступило глухозимье. Звонил Серега, поговорили. Предлагает съездить на лесную речку по Хариусу, но отложили на более поздние сроки, потому что, вот смотрите, два крючка пустых, значит кто-то был здесь. Потому что на лесных речках, если на Печоре воды километр, то там, наверное, вообще труба. Много комментариев, когда избушка, когда лесная речка. Спешить нечего, рановато пока. Вот когда ловиться здесь перестанет на Печоре, вот уже перестало, можно так сказать, скорее всего. Ну, еще через день посмотрим. Если такая же петрушка будет, то все понятно, наступило глухозимье, значит пора поднимать палки. Палки поднимем, отдохнем пару дней. Получается, где-то через недельку, это будет уже середина января, даже числа 20 января, если погода нормальная будет, можно уже пробно ездить с Саней Калиной покойным. На день рождения, в принципе, мы уже выезжали. 15 января у него было день рождения. И частенько мы в этот день уже открывали зимний сезон на лесных речках. И, в принципе, ничего. Поклевывало. Если находили хариуса, то он ловился. Бывало, даже в январе-феврале ловился лучше, чем в марте-апреле. Так что скоро, друзья, очень скоро. Максимум через месяц. Прошлый год я приехал в санаторий в феврале, в конце января, не помню, 1 или 2 февраля мы уже открыли сезон. Протоптали дорогу, пробурились, и было нормально все. Порыбачили. В этом году посмотрим. Вон лунки, несмотря на мороз, закопанные лунки не замерзают совсем, хоть долбить не надо. Вот так вот. Со временем, конечно, края затягивает, но это не монолитный лед 20-30 сантиметров, которого надо долбить. Края долбить — это ерунда, ничего страшного. Главное
не раскапывать широко, чтобы не промерзало. Выкопал колодец вот такой, почистил аккуратно, проверил. И сразу же, не дожидаясь никакой пленки, многие писали, фанеру там кто-то подкладывает, арголит, туда-сюда, ничего не надо. Даже не надо ждать, когда пленкой льда закроется. Свежую воду сразу сухим снегом закидываешь, свежим снегом, не плотным, а свежим, и нормально. Не, все. Вот возле берега то, что были два озечка, и все. Живцы целые, никого здесь нет. Ну и ладно, нет так нет. Эх, блин. Машинально проверяю, нет поклевок, нет, забыл камеру включить. Вон, друзья, какой красавец. Наконец-то. Может, мы раньше времени горевать начали. Может, еще все получится. Он замотал как все. Ну, клюнул. Так что, получается, на мелководном участке рыба лучше ловится, чем на глубоком. Это уже доказано. Утверждение, что рыба живет там, где глубже, ошибочное получается. Ну, значит, переставляться сейчас уже поздно. Просто поднять палки с глубокого участка, если что. И рыбачить только здесь. В общем, надо ждать рыбу на каждой палке, несмотря на бесклёвие. Опа! Вот так вот. Хорошенькая рыбка, но кулома. О, жабры красные, нормально. Значит, еще не испортился. Только-только, видать, окочурился. Вот такой вот хорюзишка. Ну, отлично. Малосолочка. Намотал-то, намотал. Ну, а зачем нам лесная речка, когда можно и на Печоре ловить хорюз? Не, на лесной речке это вообще другая атмосфера. Там все по-другому. И мы обязательно туда съездим. Так, ну а здесь есть что-нибудь интересное? Нет? Походу, да. Походу есть что-то, но что-то нету ничего интересного, нет. Все живцы на месте. Один живец кулома. Так, что-то натяжечка есть непонятная. А вон, что-то... Налим, иди сюда. Что за фигня? А, все понятно. Думаю, не понял, как это произошло. Как же это все произошло? Ведь немало времени прошло. Вот такой вот налимчик. Полкилошечка. Может, вот так вот раз. Блин, точно. Так что благодарю за совет. Не помню фамилия моего друга, подписчика, который посоветовал. Действительно, не надо калашматить, не надо бить. Щуку-то я знаю, что если вниз хребет переломать, то она не будет дергаться. А налима что-то не додумался. Все, били бедного по башке, глушили. А можно было он просто задрать голову, чтобы он посмотрел наверх, и все. Все шикарно. И он сразу засыпает.
Эх, маль, это не зима. Мороз крепчает, но без ветра нормально, не чувствуется. Не то, что не чувствуется, терпимо, скажем так. Оставлять больше точно не будем. Хватит, оставили один раз непроверенными. Закон подлости. Один трофейный налим за всю зиму, более-менее. И тот успел уснуть. Ничего. Рано унываем, так сказать. У нас еще есть несколько палок. Так что, возможно, и сегодня почувствуем тяжесть налима. Вот как-то вот так вот. С каждой палкой наживляю, отпускаю, засыпаю. Вытираем руки, чтобы не мочить рукавицы. И как-то вот так. Да, это монотонная работа, так сказать, рыбалка. Больше похоже на работу. Это рыбалка, но как ни крути, это все равно рыбалка. И как ни крути, все-таки самая продуктивная. Как-то вот так. Щучья палка. Ждем щуку, налима или еще что-нибудь интересное. Так, ни щуки, ни налима и вообще ничего интересного. Что-то кто-то что-то закрутил, что-то кто-то или мальки сами так закрутились и подохли. Вот на такого дохлого малька 100% никто не возьмет. На такого тоже меняем дохлых на живых. И послезавтра посмотрим, что у нас клюнет на щучью палку. Так, ну а на этой палке прошлую проверку был налим здоровенный, который любит спать. Сейчас посмотрим, что на этот раз. Здоровенного налима нет, но какая-то натяжечка есть. Дергает, дергает. Опачки! Не только налимы живут здесь. Язёк тоже здесь живет. Вот Янцкадан. Потихоньку, потихоньку. Ведерочка наша наполняется. Раньше ловили корытами, сейчас ловим только ведерком. Блин, всех мальков перешугал. Да успокойся. Вот так. Что-то есть. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Красавчик. Красавчик, Янцкадан. Вот такой вот налим. Видно, да? Заглотил, но еще живой. Килограммчик есть по-любому. Чуть больше килограмма, кило 100 может быть. Кило 150, ну не больше. Нет, даже больше, наверное, кило 200 может быть. Вот такая вот красота. Желто-зеленого цвета. Рано отчаивались. Оказывается, еще не все потеряно. Так что мы еще, возможно, порыбачим. Так, как? Ну-ка, запрокинь-ка голову. Сделаем хруст. Вот так раз. И все.
хрустнули. Да, если бы завтра он уже был бы уснувший. А так он живехенький, свеженький, Янцкадан. Ядро у нас уже полное. Да, Янцкадан. Так, Налим нас обнадежил, поднял настроение. Продолжение будет. Хорошего настроения нет. Небольшая натяжка есть даже. Что там? Ну, чуть меньше. Чуть меньше. Нормально. Вот так вот. Раз. Как мы научились-то ловко с ними расправляться. Оказывается, надо было просто запрокинуть голову. И не надо никакой дубинки. Ну вот, Янцкадан. Прогноз погоды не обманывал. Обещали до 20. Походу 20-ка и давит уже. Холодно. Тем более поднялся небольшой ветерок. И вообще уже стало некомфортно. Так, что-то тут у нас крутануло. И что-то там дергает. Похоже на язя. Нет, это налимчик. Вон. Такой середнячок. Ну. Все, успокойся. Сплясал. Хорошо, молодец. Все, а теперь запрокиньте, пожалуйста, голову. Вот так вот. Вот так вот. До характерного хруста. Это как в анекдоте. Где, говорит, находится женская пиписька. Знаете, да, анекдот такой? Ну, не анекдот, а так, прикол просто. Нет, ну, смачиваете, говорит, палец, ведете пальцем по позвоночнику до второго характерного щелчка. Как-то вот так. Так, ну у нас что? Если пошли анекдоты, значит настроение поднимается. Еще пару таких налимчиков или яськов, и все, ведро полное. С ведра убирать сегодня рыбу не будем. Почему? Потому что пусть оно замерзает в ведре. Удобнее будет вести, чем в корыте. Ну, посмотрим вообще-то, какой улов еще будет. Может, еще придется в корыто ложить. Дай бог. Так. Настроение поднимается. Вернее, уже поднялось на высоте. Первый участок опять подает надежды. Но не эта палка. Здесь у нас все живцы живые. По крайней мере, два точно живые. Не будем их долго держать. Проверять третьего. Рыбы нет там точно. А если попасть, то и на два попадет. Ловись, рыбка малая и велика. Все. Палка стала железной. Начала прилипать к сырым рукам. Днем такого не было. Это значит, все уже за 20 начало давить. Да еще и с ветерком. Приятного мало. Но проверим до конца, это 100%. Кровь из носу. Хватит. Оставили один раз. Еще один.
зеленый. Вот Янцкадан. Опрокинем голову. Ну. Да, второго характерного щелчка. Что он у нас? Раз крючок съел. Два крючок. О, какой аппетит-то у него оказывается. Так что рано мы, оказывается, говорили про глухозимие. Пока нормально все. И ведерочка у нас уже практически полная. Янцкадан. Так. Чё так? Да ничего так. Нормально все. Зацеп. Так. Осталось 7 палок. И прежде чем их проверить, хапанем-ка Чайковского. А то что-то я начал замерзать. Думал, дотяну уже до конца. Нет. Лучше перекурим и погреемся немножко. Да и батарейку надо поменять. Скорее всего, вот это уже все не пишет. Выключается с задержкой. Значит, начало опять глючить на морозе. Так, немножко отогрелись. Попили Чайковского. Поменяли последнюю батарейку на GoPro. Не знаю, что там она снимает, не снимает. Мороз вообще работать не хочет. Говно, а не камера, блин. И сейчас посмотрим, что у нас тут. Прибавится, нет, к нашему улову что-то. Или все останется так же, как и есть. Так. Ну, судя по тому, что 2 живца живых и 3 целый и нетронутый, навряд ли что-то поменяется. Но в любом случае ведро рыбы у нас уже есть. И это радует. Ох, мороз крепчает. Полнолуние. Не знаю, как оно повлияет. Кто-то говорит, в полнолуние рыба лучше ловится. Кто-то говорит, вообще не ловится. Послезавтра мы это и проверим. Еще немножко и домой поедем. Дома отогреют. Так. Ну а здесь есть что-нибудь? Нет. Что-то дергает маленький. Опа, 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 опа. Маленькие, да удаленькие. Янцкадан. Второй харюс. Ну, Шандибан. Он какого малька проглотил. До желудка. Он на такой крючок. Он на малявку. Вот это аппетит, я понимаю. Вот это серьезно. А мы там ловим харюса на мормышку, на леску 0,14. Вон, оказывается, на что надо ловить. Леска 0,6. На лимовый крючок. И нормально. Малек. Любит он, оказывается. Харюс тоже хищник еще тот. Вот Янцкадан. Запах сразу такой, аромат. Но не огурцами. Что бы кто ни говорил, там харюс, что огурцами пахнет. Харюс пахнет харюсом. Огурцы пахнут огурцами. Не знаю, ничего общего я там не нахожу. Запах харюса ни с чем не сравнить. Так. Ну а повторить слабо. Харюс самая вкусная рыба. Что-то дергает. Опа, 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 опа. Вот это круто. Янцкадан. Язь и налим. Так, малек подох. Ну вот это мне уже нравится.
Так что, друзья, я поспешил, оказывается, с выводами-то о глухозиме. Налим килограммовик, вот. Кстати, еле-еле душа в теле. Или как он зацепился-то, я не понял. Вроде отцепил уже, он никак не отцепляется. Кроме того, как на крючок еще и в петлю попал. И такой вот язь. Тоже заглотил. Он как аппетитно до желудка. По-харюзовски, не по-язевски. Он вот такая красота. Ха-ха! У нас даже больше ведра стало, Йенскадан. Так что рано мы сделали выводы о глухозиме. Просто с дальнего участка точно надо палки поднять. Если послезавтра там улова не будет, поднимаем там. А здесь, на ближнем участке, пока оставляем. Переставлять это долго, муторно по такой наледи практически невозможно пока. Ну, можно, но очень сложно. И зачем? Все равно. Долго, я так думаю, рыбачить не будем уже. Пора перебираться на лесные речки. Но здесь, если так ловиться будет, еще немножко половим. Так, осталось 2 палки. Прибавится у нас в корыте что-нибудь? Нет. Здесь точно нет. Здесь пусто. Малек дохлый. Малька свистнули. И второго свистнули. Значит, рыба была. Это радует. Послезавтра будем ждать воришек. Кто там украл наших мальков? Ну, еще надежда есть. Последняя палка у нас еще ждет впереди на пасашок. Начинали проверку без настроения, потому что дальний участок практически, ну, один язь, один налимчик вроде бы там был. Все уже, чуть ли палки не поднимали. А вон ближний первый участок, он, оказывается, еще рано отчаиваться. Так что еще порыбачим. Живцы есть. Самая большая проблема зимой — это поймать живца. А мы за 2 раза наловили на всю зиму. Так что теперь никаких проблем. Только непогода может помешать, большой мороз или сильный ветер, что-то такое. Я все-таки не враг своему здоровью. Лучше переждать непогоду дома. А так, даже вот сейчас вот минус 20 с лишним, даже не меньше, наверное. А ветра нет и нормально, терпимо. Ну, засыпаем и идем проверять последнюю палку. И раз. Здесь у нас еще бутылочка. Сюда мы закинем остатки наших малечков. Так. 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 Ну что? Натяжки нет, к сожалению, нет. Ничего интересного нет. Малек даже живой. И второй тоже живой. И здесь никого не было. Вот интересно. Метров 30 ниже палка. Хариус налим. Здесь никого. Так, сейчас
закину. Малечки, все, давайте. Послезавтра, чтобы приходили без опозданий. Все. Я думаю, вы меня поняли. Так. Ну и что? Вываливать ведро для подведения итогов. В принципе, вы сами все видели. Кто внимательно смотрел, напишите в комментариях, сколько налимов, сколько язей. В ведро не влезло. Хариуса точно 2. Он налим. Сейчас порадовал меня. Килограммовых таких там пару штук. Язи вот тут вот. 2 язя и налим даже не влезли. И целое ведро. Как-то вот так. Все получилось рано. Рано начали унывать. Оказывается, не все еще потеряно. Рыбка еще ловится. Если рыбка ловится, значит мы ее будем ловить. Так что надолго не прощаемся. Послезавтра приезжаем на проверку, если все нормально будет. И посмотрим, наступило глухозимие или еще нет. Или еще порыбачим. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.